Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: кто думает о вас и почему? Кто думает о вас часто? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в Telegram-канал. Подписка на Telegram-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на Telegram-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на Telegram-канал. Спасибо. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте, думайте только о себе. Здесь показывают человека, коллективный человек, но вы держите, знаете, ус мотает, на ус себе наматываете. Вот с кем общаться вам, с кем нет. Умеете отделять, с кем вам общаться, а с кем нет. В общей сложности человек вы закрытый. Хоть вы и в обществе, но вы закрытый человек. Вам не чуждо общество. Общество для вас книга, для вас учитель. Скорее здесь смотрят женщины, мужчины, у которых очень хорошая интуиция. Очень чувствительны, чувствуете, считываете информацию, даже, может быть, с потока. Можете не понимать, что это информация с потока, но вы можете понимать, что откуда эта информация ко мне сейчас пришла. Может быть, да, было уже много таких ситуаций, когда ни с того ни с сего вам вот как озарение, как голос свыше что-то подсказывает, мысль какая-то приходит, непонятно откуда. Что вам делать, может быть, или куда идти, как двигаться, или, может быть, возникает откуда ни возьмись идея. Человек вы еще такой, который можете видеть часто какие-то вот знаки или цифры интересные. Ну, знаки, например, вы идете, а по пути вам попадается перо. Или же птица над головой пролетела прям. Вы человек, который и любите и одиночество. И в принципе, я бы сказала, вы и в одиночестве найдете, чем вам заняться. Не скучаете. Постоянно у вас какое-то движение, оно есть, но все же, я скажу, больше даже не движение, а мыслительных процессов, мыслей всяких, инсайтов, идей. Ваши идеи всегда, особенно что касается например, здесь не только финансы, здесь может быть все вместе. Ваши идеи, они имеют в себе, я бы сказала, вес. Эти идеи можно спокойно воплощать в жизнь, и они реализовываются и приносят даже успех. Вот к вам надо записываться за тем, чтобы вы подали какую-то идею, и вы ее подадите. И причем, на самом деле, если вас будут слушать, это будет приносить кому-то успех, победу даже. Помогаете вы, и помогают вам. Добром на добро. У вас так в жизни получается, что вы кому-то помогли, и вот буквально проходит какое-то время, и у вас тоже решаются дела в вашу пользу. Благодаря тому, что у вас широкая такая, я бы сказала, у вас не просто широкая душа, у вас еще по тайной жрице есть такое, кому помогать, кому нет. Вы понимаете, вы отделяете, умеете отделять. Именно момент того, если вы чувствуете, что к вам с корыстью, вы не будете помогать. Человек вы очень такой спокойный, не любите вот какую-то спешку, вам нужно хорошо подумать, вы не любите, когда вас торопят. Человек, который сосредоточен больше скорее на своих мыслях, на чем-то своем. Бывает даже
Вот могут вас думать, что вы тормозите, но вы не тормозите, вы просто очень глубоко думаете о чем-то. Думаете. Человек вы душевный, спокойный, влюбчивая можете быть. В вас тоже влюбляются. Вы притягиваете к себе. Манкая женщина, тайная жрица. Для мужчин вы тайна, но такую тайну хочется разгадывать. Влюбляются в вас из-за того, что вы вся такая таинственная. Вы знаете, еще та женщина, которая не будет терпеть кормить кого-то. Да? Та женщина, которая не даст себя в обиду. Та женщина, которая, скорее всего, прошла какие-то отношения, где она тянула что-то на себе. Момент обиды здесь есть на какие-то прошлые отношения. Остались какие-то только воспоминания, может, даже такие не очень хорошие воспоминания из прошлого, которые на сегодняшний день у вас есть. В то же время здесь вижу проявление вас в какой-то сфере, где вы применяете внутреннюю силу или работаете с людьми, с обществом. Через это вы получаете какую-то энергию. В то же время вы и отдаете энергию тоже. Здесь может быть энергообмен какой-то. Может быть, кто-то платит, вы даете сдачу. Да, кто-то оставляет, например, чаевые или деньги какие-то. Также здесь могут быть денежные отношения. У кого-то здесь может быть работа, связанная с силой, именно где применяется какая-то сила. Даже рискуете. У кого-то может здесь быть профессия, связанная с огнем или со скоростью тоже. Где нужна быстрость, скорость, где нужна скорость. Умеете вы, я вам скажу, что деньги как тратить, так их сохранять. И у вас есть чутье. Чутье, где деньги. Или как заработать деньги. Без хлебушка вы никогда не останетесь. У вас всегда, вот даже когда опустошены карманы, и вы понимаете, что мне нужны деньги, у вас появляются деньги. Экономные можете быть, даже при больших деньгах можете экономить, все высчитывать, просчитывать, читать рецензии, сравнивать. Женщины, я вам скажу, по отношению к вам могут именно, знаете, вот как-то вам все достается с лихвой, с легкостью. Женщины могут даже этому завидовать. Это касается финансов. Здесь показывают, у вас есть денежная энергия. Вы притягиваете деньги не только к себе, но и к другим тоже. Кто с вами поведется, тот того и наберется. Именно момент повезло, удача, фортуна кому-то подфартила благодаря вам. Вы сейчас в каком-то можете состоянии находиться, когда вы пытаетесь балансировать, уравновесить ситуацию. В то же время что-то здесь такое произошло, что вам не дает покоя. Вы об этом часто думаете, переживаете. Может здесь также быть переживание о какой-то дороге, или собираетесь в какую-то дорогу, но вы о чем-то все же из-за этой дороги можете переживать, думать. У кого-то дальние поездки, у кого-то перелеты, у кого-то просто поездка. Ехать, не ехать туда, стоит ли отправляться. Много мыслей, и скоро придет какая-то мысль, мудрая мысль. Выйдите из ситуации застоя, может тоже быть. Знаете, вы не особо такой семьянин, человек, вы и дома, и хотите, да, не то, что хотите дома, вы и дома, вы и для себя хотите пожить. Вот и между этим, да, вы умеете лавировать, и там быть, и дать себе отдохнуть в чем-то, да, или вот быть в каких-то домашних ограничениях, но в то же время понимаете, что иногда мне нужен отдых, или выдохнуться, да, дайте мне побыть одной, например, не только на меня. А кто-то реально тянет на себе что-то, какую-то ответственность, или кого-то тянет на себе ответственность, дети, может быть. Но здесь показывает именно, когда вы балансируете ситуации с семьей, домом, родным домом. Вы решаете, быть этому или не быть, купить серый диван или зеленый.
знаете, как-никак все равно вы понимаете, что хоть я и замужем, да, но все на мои плечи. Или же хоть я и в отношениях нахожусь, но все равно тяну все сама. Даже такое есть. Здесь момент, как будто бы у кого-то от вас на данный момент есть секрет. Или же здесь кто-то с вами может пытаться конкурировать, но скрывает это. Внутренняя борьба есть у кого-то. Вас перебороть в чем-то. Делать, не делать. Бороться с вами или не бороться. Но хочется вас перебороть, переплюнуть, обхитрить. Здесь есть какие-то хитрости, тайны. И причем, знаете, кто-то очень сильно за это переживает. Получится ли у него вас обхитрить или переиграть в чем-то, побороть вас в чем-то. Вы человек, который не будет бороться, вы человек, скорее, который очень легко может договориться. С вами можно найти компромисс, с вами можно все в спокойствии решить, без всяких скандалов. Человек здесь такой спокойный, можете быть скорее даже больше в степени интроверт. Здесь может быть так, что, я говорю, вы для мужчин являетесь дьяволом. Дьявол — это, скорее всего, человек, который манит, но потом остается такое впечатление о вас, что почему, что такое, да, притянуть могло. Не только внешность, но что-то именно внутреннее. Это может быть харизма. Также здесь смотрят женщины, красивые, ухоженные женщины. Или привлекаете своими внешними данными очень сильно. Тут и глубокий внутренний мир по жрице еще к тому же. Дьяволица. Если с вами проигрывает, давайте смотреть дальше. Кто думает о вас? Почему? Кто думает о вас часто? Сейчас думайте только о себе. Никого не загадывайте. Кто думает о вас? Есть какая-то конкурентная борьба, именно с финансами идет. Кто-то хочет вас в чем-то обмануть. И человек продумывает какой-то план действий. Здесь по моменту завоевания каких-то денег от вас. То есть борется за то, чтобы у вас отвоевать какие-то деньги или забрать. Может быть, обхитрить вас на деньги. Знаете, тут вот какая-то есть скорость. Давай быстрее, быстрее, быстрее нужно что-то обхитрить или быстрее выдумать план. Тут вот человек торопится. А у вас есть какая-то защита или будет защитная реакция. Скорее всего, вы остановите в моменте человека на обмане. Может быть, даже что-то вскроется. Вы вскроете какую-то информацию об обмане, что вас хотели обмануть. То есть правда всплывет наружу. Это касается финансов, сразу говорю. Вас кто-то хотел обмануть на финансы. Может быть, даже элементарно на кассе вы увидите, что вас хотели обмануть, и сразу же остановите эту ситуацию или же вытащите все наружу, как говорится. У вас реакция будет очень быстрой. Вы перестанете общаться или перестанете туда ходить, где вас хотели обмануть. Перестанете туда ходить, где вас хотели обмануть. Знаете, вы почувствуете этот обман. Знаете, вот как по коже. Почувствовала кожей, что меня здесь хотят обмануть. Интуиция подсказала, или какая-то ситуация случится такая, что остановит, посмотри внимательнее. Может, что-то на пол упадет, даст время подумать. Больше вы туда не будете ходить, или больше вы не будете общаться с этим человеком, который вас хотел обмануть на деньги. Здесь будет ваше решение. Знаете, оно даже как решение. Вы будете злиться, и вы знаете, как зло это ваше.
реакция летит в ту сторону, кто хотел обмануть. Вообще, я скажу, тайная жрица здесь и меч — это, скорее всего, обратный путь обмана. То есть тот человек, который хотел обмануть, будет обманут сам, тоже на деньги. По справедливости. Справедливо заслуженная атака. Вы сохраните свои деньги. То есть не уйдут от вас никакие деньги, но вас попытаются обмануть. Вот. И кто-то об этом уже сейчас продумывает план какого-то обмана. Кто думает о вас и почему? Родственники, семья. Кто-то из семьи или родственники. Кто-то вам хочет очень помочь. Или будет помощь от этого человека. Издалека. Подсказка может быть, а вы не будете слушать. Человек вас даже может элементарно не просто подсказывать, подсказывая, учить чему-то. Знаете, да, будете так говорить, да, а сами вот мимо ушей. Вам не интересно это. Хотя здесь момент, стоило бы прислушаться. Тут именно дельный совет к вам идет. А вы вот, знай, какая-то вот в делах своих. Или же думаете о какой-то, может, даже работе. Но вам по делу придет информация, та, которая сохранит ваши финансы. Вы все же, знаете, вот вроде как не слушала, но наступит, опять-таки, что-то вас в жизни подкусит в момент. И вы сразу, скорее, может, вспомните данный расклад, что надо было слушать. Повернете, вот хочется сказать, свой взор на ту ситуацию, попытайтесь ее решить, о чем-то вас предупредят, и вы, я скажу, еще больше чего-то получите. И, кстати, кто-то из родственников вас очень сильно ждет в гости, ждет вашего приезда или встречи с вами. Не хватает вот как-то вас, да, именно рядом. И тут и человеку нужна будет ваша какая-то помощь. Но здесь именно получив от вас помощь, вы получите тоже что-то во много раз. Можете предложить свою помощь. Да, почему нет? Вы получите во много раз больше. Вы знаете, вы будете вся в каких-то... Кто-то о вас думает и ждет какой-то помощи, но вы постоянно чем-то заняты. У вас нет времени. Или человек тоже так думает, что у вас постоянно нет времени. Вы, может, заняты работой, или вот заняты тем, какой-то вот рутинной работой, или то, где зарабатываются деньги, получаются деньги, но вы там вся, но не в делах этого человека. Знаете, здесь кто-то даже может и нервничать. Вот родственник нервничает за вас, переживания. Причем, знаете, вы можете думать, что это бесполезные переживания или это ерунда, но человек думает о чем-то серьезно, что это серьезно, берет близко к сердцу, а вот вы вот как-то, да ладно, это ерунда. Вот понимаете, каждый думает он иначе. За вас переживает. Я и говорю, здесь кто-то из семьи. Здесь нужно помочь, может, даже и финансами. Здесь у кого-то чего-то, может, не хватает. Или какая-то ситуация, где нужно разрешить ее, эту ситуацию. Помочь. Может, предложить помощь. Так, кто еще думает о вас и почему?
Здесь мужчина влюбленный в вас, может быть старше вас по возрасту. Здесь ревность, здесь какие-то, я бы сказала, иногда бывают такие панические атаки у него. И у человека, знаете, вот силком вас хочет взять, вот хочется сказать под слово, да, есть подкаблучник, а есть вот подкаблучницы. Вот он хочет вас под каблучок свой. Вы непослушная. Вы делаете, что хотите. Вы вот как из рук у него ускользаете. Слово вам не скажи, перечить можете. Или же делаю, правда, что хочу. Куда хочу, туда пошла. Но человек здесь хочет вас вот так вот прям под каблук. Злится на вас, ревнует очень сильно. Здесь сильная, не страсть даже, я бы сказала, любовь, чувство. Вот это моя и все женщина. Он считает, что вы пара. Знаете, у вас кто-то будет даже добиваться. Человек, который готов вкладываться в отношения не только духовно, но и материально. И материально, и духовно тоже. Тут есть любовь. Он сильно влюблен в вас. Причем у меня, знаете, такое впечатление, что как будто бы недавно это что-то вот такое произошло. Именно такой хоп, такой щелчок. И вот возникла эта любовь. Или где-то вас увидел, но очень часто теперь думает о вас. Здесь есть ревность, что кто-то рядом с вами, вы очень красивая. Очень красивая для него женщина. Внешность ваша, внешние данные. Что или около вас кто-то уже есть, или же у вас есть выбор, может быть. Но вы такая ускользаете. Или, знаете, была ситуация, когда вы перед его носом ускользнули, убежали. Но человек влюбился, он ищет вас. Знаете, он даже смотрит на похожих и думает, что это вы. Или же момент такого, да, вот я хочу такую же, как она, похожую, может. Но ваш образ до сих пор в голове у этого мужчины. Мужчина очень сильный, властный человек. Может реально быть или при власти, или носить форму. Знаете, вот есть у него какая-то или профессия, или характеристика, именно пользуясь которой он бы хотел вас удержать. Или, как говорят, пользуясь служебным положением, вас удержать. Или, может быть, задержать, да, чтобы вы никуда не ускользнули. Но человек испытывает к вам чувства и эмоции. Может, он полицейский какой, да, вот задержать бы вас и поговорить с вами о чем-то любовном, о чем-то таком поближе. Давай поближе узнаем друг друга. А здесь человек хотел бы такую женщину, как вы, и хотел бы вкладываться в эту женщину. Человек такой, который не остановится ни перед чем. Вообще для него нету каких-то границ, драконов, да, трехголовых. Он и их остановит. Такой вот. Смышленый очень. Вы долго сидите в голове, возможно. Ну, как долго, да? Вот вы засели в голову человеку, и вот постоянно человек думает. Человек даже просто чуть-чуть вас узнав как-то, или поговорив с вами, в голове что-то перевернулось. Вот так вот, знаете, как, опять-таки, по щелчку что-то, может, замкнуло. Или вот человек изменился по отношению, может, вообще в целом к женщинам, да, или отношение свое в целом, как, может, говорил себе, что мне никто никогда не нужен, а увидев вас, вот что-то ёкнуло в груди. Так. Да, вы женщина такая, он считает, безудержная. И неопределенно. Но это нравится, что вы такая. Вы куда-то стремитесь, бежите, ускользаете, не договариваете что-то. Даже здесь, вот как хочется сказать, мало информации о вас человек собрал или знает. Но он вас где-то ищет. Вот, или
вот знаете, в людях даже смотрит, или на той же остановке, где с вами познакомился, или же, да, вот пытается как-то вычислить, где вы. Сюда хочется слово приплести. Человек тормоз, да, вот на месте не мог сообразить, что, как, или попросить номер, например, или же как-то с вами связаться. Вот, и сейчас об этом может жалеть. Почему я, да, сглупил или протупил? Вот так вот идет информация. Все было быстро, что-то спонтанно, что даже вот сам не мог очнуться. Ну вот, знаете, как зомбированный вами. Очень много работает, и я скажу, очень много и получает. Здесь когда-то были чувства у человека с кем-то, но здесь вот как пришел к чему-то конец или есть момент недоверия. Человек, который готов вкладываться только в надежные отношения, без каких-то обманов, интриг по дьяволу, измен, этого он не потерпит. Знаете, вот для него что-то сыграла роль так сильно вообще в целом о женщинах, и человек во что-то не верил уже. Надежды все как рухнули. А человек надеялся что-то строить, ставить, делать, но все обрухнулось в один миг. Тут была, возможно, измена. Человек закрылся от вообще всех женщин. Но вот вас увидел, и все. То есть все уже изменилось его мнение, что не существует такой женщины, да, которую вот он желает. Он думал уже все. Но нет, вы же изменили его мнение, что все-таки существует, все-таки влюбился, попался на крючок. Так, дальше давайте посмотрим, кто еще о вас думает и почему. Кто еще о вас думает. Может даже здесь муж идти, да? Или человек, с кем вы были в семье, опасается, что-то опасается. Хочет двинуться с места, но не получается. Дороги к вам закрыты, вы от человека отвернуты. Человек даже пока вот он думает пытаться что-то делать, но испытывает какую-то неуверенность, потому что вы можете не пустить или не простить что-то. У кого-то могла быть какая-то конфликтная ситуация, которую из головы уже не вытащить, не изменить, это не забывается. Понимаете, не отпустить. И с этим жить тоже, как говорится, не сахар. Вы все уже, вы здесь вышли из каких-то отношений, даже вот находясь с кем-то, но морально, духовно именно вы уже не с этим человеком. Есть, и ладно, пусть будет, но мне на него плевать. Вот какое-то может такое быть отношение, или же человек уже окончательно ушел из вашей жизни, вам плевать. Но человек о вас очень часто думает, вы знаете, все же он хочет восстановления или шанса отношений с вами. Но он знает вас как холодного человека или человека, который не простит больше. То есть вы скорее уже не простите ему что-то. Знаете, уже жалеет, что когда-то потерял. Или жалеет о том, что натворил. Он понимает, что уже такого не будет, не повторится. Что такая женщина, как вы, больше в жизни не дается. Даются вот какие-то, как говорится, временные варианты неинтересные. Я бы сказала, примитивные, банальные. Но вот это не надо. Ему нужна какая-то конкретика. Человек хочет добиться чего-то в жизни, но он понимает, что уже все. И не добьюсь, и ее не добьюсь. Здесь есть чувство и зависти в чем-то, ревности даже. Вот так это, зависть, ревность, что вы уже с кем-то, но он завидует, что кто-то у вас есть, например, а у него нету. Да, вот то,
такого человека, который бы заменял вас или был лучше. Понимаете, такого экземпляра, именно ценного экземпляра. Вот так вот. Кусает локти о чем-то, но уже поздно пить боржоми. Уже бесполезно. Бесполезно. Тут 2 карты. Ну, вы женщина, знаете, такая еще. Он понимает, уже знает вас, что вы не будете зацикливаться на прошлом, вы пойдете вперед. Лучше другого себе найду. С этим уже все понятно. Да, дальше будет опять какой-то старый сценарий. И вы понимаете, что для меня лучше... Вот он как понимает вас, что вы человек, который пойдет в новые отношения с новым мужчиной. А здесь уже все ясно. Этот мир мне и так понятен, да, вот этот мужчина, вернее, мне и так понятен. Он такой, знаете, еще думает, что вы можете быть рады, что ему плохо. Вы можете быть рады, что ему плохо. Также человек думает, что вы нашли кого-то себе успешнее, или богаче, или круче, или человека с какими-то лидерскими качествами. Также момент еще, что вы очень далеко находитесь, или у вас очень большое расстояние между этим мужчиной и вами. Здесь есть даже вот как не только сожаление, не только кусание локтей, может даже вообще слезы в целом о жизни, что не успел, не смог построить что-то, дать. Здесь есть воздержание у мужчины от чего-то после вашей. Вот знаете, при вас, как говорится, курил, пил, а вот как вы ушли, все, знаете, не хочется ни курить, ни пить. Вот у человека что-то отрубилось, вот, осознанно отрубилось. Или, может быть, человек шлялся, гулял по женщинам, может быть, да, такой был ходок, но... После вас, вот как вы захлопнули дверь, так уже женщины стали невкусными. Потерял интерес, потому что вот вокруг него может быть какое-то вот, знаете, какие-то вот женщины, которые не имеют в себе вот какую-то определенную энергию, которая заряжает, да, или вот какого-то такого драйва. Здесь вы давали какой-то драйв, движение, скорость. Здесь все может в таком порядке быть. Также здесь человеку может помниться ваш запах. Запах тела. Запах парфюма вашего любимого. Или скорее запах тела. Помнит. Хочется сказать, все воняют, а вы пахнете. Ну, не его запах. Вот бывает, у каждого человека есть определенно свой запах, и по запаху люди, да, друг к другу притягиваются. Когда там есть что-то свое, вот притягивается. А вот чувствуя какой-то запах определенно от других женщин, не обязательно, да, что он с ними спит там и трется где-то. Даже вот просто мимо пройдя уже чувствуются такие запахи. Не его. Да. Он вас видит еще и ресурс денежный, что вы когда-то помогали или вкладывались, или у вас много ресурсов сейчас. Здесь и чувства, и также есть момент физической тяги к вам, плюс момент, что вы ресурсная дама. Или у вас богатый мужик рядом, а вы уже не хотите. Здесь момент такой, знаете, что если я вернусь, она мне наговорит колких слов, пошлет на 3 буквы, или будет со мной такая острая, как нож наточенный. Боится. Здесь есть страх вашего вот этого острого лезвия какого-то или наточенного ножа. Знаете, этот мужчина был, скорее всего, в вашей жизни, как вы можете думать, ошибкой, но скорее не ошибкой, а пройденным этапом вашей жизни, каким-то уроком, кармическим партнером, который именно дал вам большое движение вперед или
пинок волшебный под попу, урок какой-то дал, дал вам все же что-то. И вы можете понимать, что да, благодаря этому мужчине у меня открылись на что-то глаза, может быть, и я двинулась вперед, и телега поехала. И да, именно колесница поехала, сдвинулась с места, а так стояла на мертвой точке. По разным причинам, да, это все могло быть. Или же что-то человек все же дал, опять-таки. Это могут быть как и негативные ситуации, дали вам что-то, движение вперед, или вы стали более самостоятельной, да, вот у каждого оно по-своему проиграется, но все же есть момент, что дал. И вы вышли в какие-то победители, да, здесь вот показывают, именно в чем-то победили, даже что-то перебороли. Я вам еще скажу, здесь могли быть такие отношения, когда вы переросли духовно партнера, и вам стало с ним просто неинтересно. У человека может до сих пор присутствовать к вам тяга и ревность, собственничество. Здесь, кстати, человек эгоист может быть или нарцисс, который любит себя. Но сейчас он понимает и жалеет об этом. Есть такое чувство, в скобочках, да, еще, что человек переживает, но здесь больше не переживает, он переживает в большей степени за себя. Он понимает, что он потерял ресурсы, которые будут выгодны ему. Это хотение физическое вас, это то, что вы давали чувства, наполняли человека, и плюс какие-то ресурсы у вас есть, или вы добились чего-то большего. Вот так вот. Но прошлого уже не вернешь. Он это понимает, но я не вижу, что он как-то собирается к вам двигаться. Но очень сильно кусает локти. Так, давайте еще посмотрим, кто думает о вас и почему. Может, кто думает о вас часто. Что у вас, вот смотрите, тут какие-то не просто, ой, слезы, разлука, печаль, что вы вся устремлена в работу, в заработки, в дела, к новым достижениям, к себе не подпускаете, чувства чувствами, а кушать хочется всегда. Вот так вы можете рассуждать, или именно как человек о вас думает, что вы так, для вас важнее как какой-то ресурс, финансовая независимость или финансы, работа, но не любовь. И у кого-то вот прям, знаете, как слезы по щекам или недостаток вашего внимания. Здесь человек не просто переживает, он еще и психует. Психует. Что не получается с вами наладить какие-то мосты. Также здесь момент есть переживания, что опять-таки у вас кто-то есть, что здесь треугольник, что вы изменяете, кто-то себе очень сильно накручивает. Хотя здесь может быть момент треугольника, или у вас кто-то есть. А этому человеку очень плохо от этого. Знаете, тайный человек. Но вы разбили ему сердце, или в тайне за вами наблюдает. Опять-таки, человек, который был в вашей жизни, он был в ваших отношениях, у вас были с этим человеком отношения, может даже совместное проживание или в целом отношения, любовные отношения. Но вы вот как-то перешагнули и пошли дальше за какими-то достижениями, целями. Это может быть что-то и очень-очень давнее. И до сих пор, на сегодняшний день, человек до сих пор думает о вас. Знаете, вы оставляете след. Ну, тайная жрица, она никогда без следа не уходит. И очень часто остается в сердцах мужчин. Оставляет за собой всегда след. Пятнышки, хочется сказать, которые не стираются из памяти. Здесь момент любви. Человек понимает, что сейчас он чего-то добился, в чем-то себя переборол или выработал
себя лучше, да, что вот сейчас именно момент появиться на вашем горизонте и что-то доказать. Но даже при том, если была измена или с его, или с вашей стороны, что это нужно забыть, закрыть, да, скелетики и начать все по-новому. Потому что здесь жизнь без вас не имеет ценности. Да, это вот как он может считать, что это ради вас он чего-то в жизни добивался. Может быть, даже каких-то ресурсов, или сейчас у человека лучшее состояние. А вы нет. Вам и с деньгами не надо. Вот ты по мне прошелся, или ты мне сделал больно? Вы нет, вы не хотите. Вы вообще в прошлое уже никогда не возвращаетесь. У вас есть определенно какой-то лозунг. Если я уж ушла, то возвращаться назад я не буду. За мужиками я не бегаю. Знаете, здесь есть такая гордость, женская гордость. И вам не страшно быть или одной, или в паре. Вам не страшно быть одной. Вы ничего не боитесь. Я бы сказала, вы бесстрашная женщина. В то же время вы представляете для мужчин то, что мужчины это чувствуют, что вы такая. Да, и вот мужчины видят то, что у вас есть вот эта женская гордость. Из этого они боятся этого. Что вы можете просто или отказать, или не вернуться. Знаете, мужчина все же ждет вас или вашей встречи. Ждет. В чувствах нет любви. Нет любви. Есть подозрения какие-то, что женщины обманщицы, врут, лгут, изменяют. Он боится каких-то измен, или же я вступлю в новые отношения, а у меня будет опять 25. Или измена, или кто-то уведет, или она найдет лучше. А здесь, вы знаете, как он может считать, что вы... Может, человек заявлял вам, да кому ты нужна? То есть, кроме меня, такого царя, ты никого себе не найдешь. А вам плевать было. Вы знаете, может, покрутили у виска и пошли дальше. Ну, пошел ты. Вот как-то так. И, да, в чем-то обрели счастье, стали, может быть, и лучше жить. Или, вот, как говорится, взмахнули крыльями и полетели, наслаждаясь этой жизнью, улыбаясь, притом волосы по ветру. А мужчине от этого хреново. Как так? Да, я же такой царь, король вселенной этой. И все должны крутиться вокруг меня. Вы знаете, здесь может быть самомнение о себе высоким, при том, что человек что-то реально добился, да, и сейчас у него из-за того, что он добился, очень сильно задрат нос кверху. Но у него вот показывают, да, именно, что есть какие-то или лидерские качества, или человек такой, я в доме глава, давай накладывай на стол. То есть женщина в доме вытирает тряпкой, да, а мужчина машет вот своим вот этим вот жезлом, главенствующий, да, на троне. Вот так он, считай, должно быть. Ну, такой, может быть, тиран в какой-то степени. Или я сказал, да, вот так и должно быть. Или я принял решение, и вся семья должна по струнке ходить смирно, слушать мое решение, да. А вот ваше решение... Это ни о чем, да, ерунду плетете всякую, вот так вот. То есть вот такой тип своенравный и все же такой независимый. И вы независимая. Вот они сошлись, понимаете. А вот эта независимость ваша поганит его душу, вернее, раздирает его душу. Что все, видите ли, должны слушать его царя такого. Вы пошли в счастье, вы пошли к другим берегам, к другим отношениям или наслаждаться этой жизнью. Я вам скажу, вам даже легче в чем-то стало, освободившись от этого мужчины. Так, что еще? Да, смотрите, тут все о вас страдают, переживают. Вы вот независимая, ни от кого. Вам плевать. Любите себя. Смотрите, как ходите, красуетесь. Красивая.
Знаете, я вам скажу, свобода вам к лицу. Сразу стала краше, сняла с себя этот засаленный халат, убрала в сторону поварешки, одела каблуки, красную помаду и пошла, волосы по ветру. Да, и почувствовала себя более своевольной такой, свободной птицей. И зажила, как говорится, счастливо. Да, здесь для кого-то реально момент одиночества даже пошел на пользу. Расцвела, как роза в саду. Вот так вот. Да, может, даже для себя и поняла, что свобода — это и есть счастье. Никто не нудит, не зудит, над душой не стоит. Вот так вот. Мне показывает момент, что вы одинокой никогда не будете. Здесь всегда за вами будут выстраиваться. Да? И даже в старом возрасте у вас всегда будут поклонники. Понимаете? Здесь момент не вашей даже внешности. Внешность — это да. Здесь может даже кто-то очень хорошо или сохраниться, или ухаживать за собой до старости лет. Но в то же время, я скажу, всегда около вас будут поклонники. Всегда. Да, или мужчина рядом с вами. Но назад, говорят, не возвращайтесь. Это вас погубит. Это вас погубит. Причем здесь может, да, вот как когда возвращаются, люди не меняются, поверьте. Да, это только так. Временно может быть, а на самом деле нет. Вот. И поэтому вот здесь именно рекомендация от карт: никогда не возвращаться в прошлое. Лучше, поверьте, не будет. Будет только хуже. Будете только страдать, переживать. Так, кто еще думает о вас и почему? И как часто? Тут женщина завистливая из прошлого. Показывает ее в паре при муже. Она вам очень сильно завидовала в прошлом, причем, хочется сказать, с молоду и до сих пор, по сей день. Вы знаете, вы ее обошли, даже не обошли, перегнали, обогнали, выиграли в чем-то. У вас лучше. Есть какая-то неприязнь. Она вспоминает какие-то даже негативные ситуации между вами. И вы являетесь костью в горле по сей день. Ненавидит. Просто ненавидит. Но информация о вас частично скрыта. Или на сегодняшний день, что у вас, как у вас, все скрыто. Она не знает. Но прошлое очень часто вспоминает и какой-то поступок ваш именно в ее сторону, который она никогда не простит. Я вижу, вы собрались и ушли от этой женщины. Вы знаете, в какой-то степени, хоть она и негативная женщина, но она повлияла как-то на вашу жизнь в положительное русло или сделала вас лучше. Может, обзывалась как-то, но благодаря каким-то именно вещам у вас жизнь или направление в вашей жизни стало лучше. Может, обозвала вас в чем-то, да, что вы такая вот неудачница или некрасивая, или еще чего. А вы в этом стали лучше, понимаете? Стали краше, например. Даже причем, если сейчас сравнить ее и вас, вы цветете и пахнете, а она вот именно, знаете, вот как женщина стареет, увядает. А вы себе наслаждаетесь этой жизнью, получаете плюшки. Вот так вот она вас видит. Также здесь может быть какой-то промежуток вас не видела где-то или скрытая информация от нее. Но вот сейчас, может, заметила и знала вас в прошлом и видит вас где-то сейчас. Очень часто о вас вспоминает. Вы для нее, я вам скажу, воспоминания остались надолго. Я бы сказала, даже на всю жизнь. Помнит вот это далекое-далекое прошлое. Это даже может быть и детство. Когда вы были детьми или когда вы были в юности.
Внешне вы вот не портитесь. Ей так хочется, чтобы вы выглядели хуже, или были надежды, что вы будете хуже, или же вот, да, была гадким серым утенком, например, и вот так и останется. Вот какие-то пожелания такие, или же момент, что, да, оказывается, вы обогнали ее, стали намного лучше выглядеть, но при том, я вам скажу, что-то между вами было в прошлом, что не забывается, и может какая-то обида быть, может быть, вы ей что-то тоже сказали, да, может быть, вы поругались с ней очень сильно, но это запомнилось навсегда. А вы при том сейчас наслаждаетесь этой жизнью во всей своей красе, а ей это не нравится. Или у вас есть семья, но у нее тоже кто-то есть, мужчина рядом. Причем могут быть какие-то в паре недопонимания. Но дело не в этом. Здесь момент, что ваша жизнь на ее глазах цветет и пахнет. Или вы выглядите, опять-таки, стройнее. Может быть, раньше вы были пышных форм, а сейчас стройнее. Она, да, думала, что вы такая останетесь, трали-вали, плюс, может быть, вы в чем-то что-то не поделили в этой жизни, в молодости, да, и вот она вам чего-то, может быть, пыталась, желала, но здесь вышло все иначе. Ее это удивляет. Как так? Да, она думала, вас еще больше, как говорится, распышет, но нет. Знаете, здесь человек, женщина, собирает о вас, вот какую-то информацию, она есть, но она какая-то вот крупичная, не целая. Она не знает, может быть, даже связь как прекратилась, только осталось искать вас в интернете, по крупинкам собирать частицы какие-то о вас. Или вот здесь еще может быть, что она в голове, да, вот что-то о вас, может быть, накручивает или делает какие-то выводы определенно о вас, которые на сегодняшний день совершенно не актуальны уже. Не актуальны. Кстати, здесь женщина, которая может разводить слухи. Придумать и разводить слухи. То, что не является правдой на самом деле. Есть такие люди, которые сами не знают, но говорят, что, вот, как говорится, попало о ком-то, а это правдой не является совершенно. Да, тут может быть вот момент мести вам, чтобы тем самым вам как-то отомстить. Вы для нее непосильная ноша. И раньше были непосильной ношей, или не поддавались. Вот такая вы неподатливая. И вы побеждаете в чем-то. Знаете, вот тут были моменты, когда вам предоставлялся шанс помириться. Или найти компромисс. Но не получилось что-то. И вы ушли восвояси, но откуда-то от этой женщины или перестали общаться, у вас жизнь пошла, как говорится, по плану, хорошо, а у нее вот как раз-таки что-то искривилось в жизни, полоса. С мужчиной здесь касается отношений. У нее отношения не получаются. Хотя она в паре, но что-то там есть, да, именно в отношениях. Поэтому человек перетирает чужую жизнь или пытается вспоминать все негативное. Или призывать в свою жизнь негатив тем самым. Так, дальше смотрим, кто еще о вас думает и почему. Между ангелом и бесом. Человек, который... Давайте посмотрим, кто это. Слушайте, ну, это мужчина. Во-первых, здесь мужчина, непростой мужчина. Во-вторых, это человек, который как-то связан с темными и светлыми силами. В-третьих, есть момент, он может управлять сознанием людей. Здесь просто властелин колец какой-то пришел.
Да, повелитель Вселенной, вот так хочется сказать, который знает ответы и ключики. И вот знаете, вот что самое, это редкие люди, очень редкие люди. Такое чувство, что вы или ваше что-то имелось у этого человека, или имеется по сей день. Предмет, аксессуар. Но давайте об этом человеке поговорим. Это интересная личность. Это человек, который может и негативно влиять, именно воздействовать, да, и положительно лечить. Лечить душу, лечить какие-то даже болячки у людей с помощью рук или энергии, так это еще назовем. Чистить ауру людей, также и загрязнять ауру людей. Тут непростой человек. И хочется сказать, что это совершенно не человек, хотя это человек. Мужчина. Причем у меня такое, ну-ка, почему думает у вас? Знаете почему? Здесь что-то между вами закончилось, разрушилось, были какие-то конфликты. Вы его в чем-то очень сильно обидели, перешли дорогу. Теперь мысли о вас, о той ситуации не отпускают. Вы могли этого человека опустить при людях, на глазах, в грязь лицом. Как женщина, мужчину, но в грязь лицом. И до сих пор у человека... Человек таит обиду, у человека злость. Здесь нету чувств, да, эмоций, там, люблю или что-то еще, или любил, или страсть, нет. Здесь есть чувство мести. Человек тем самым, какими-то именно силами защищает себя. Он не умеет иначе махать палками, или кулаками, или мышцами. Он может только так прийти домой, да, и в тихомолочку там шу-шу-шу. Заговоры читать, вот понимаете, да, невидимо. Мстить или что-то делать. Я вам скажу, у этого человека есть дар. И причем он может работать как с черными силами, так и с белыми, светлыми силами. Это непростой человек. А на вас он именно здесь вот с ножами кидается. Из-за него могла шататься ваша жизнь, быть расшатанной. У вас могло быть, знаете, как какой-то период сознание было не вашим, а в его руках. Человек мог, например, когда работал над вами, может быть, и есть фотография. Вы могли чувствовать, что как будто бы моей жизнью кто-то управляет, но не я. Или влияет на нее. Или был период именно нулевой, ни в чем не получалось. Или все рушилось. Или тут же и развод, и травма, и тут еще что-то, и потеря денег. То есть это его влияние. Но это месть. Я вам скажу сразу. Это месть. Сейчас что? Сейчас к вам ничего. Но человек у вас очень часто думал, я вам сразу скажу. Даже обдумывал что-то, как отомстить. Или как вам что-то подпортить. Человек где-то вас даже и просматривал. Такой он, знаете, он дела на завтра не откладывает. Вот только возникла мысль, он сразу делает. Такой конкретный. Но в то же время, я скажу, мстительный человек. Мстительный. Я вам скажу, наступила в вашей жизни белая полоса, потому что вы оградились чем-то, или поставили защиту, или вот реально после каких-то событий вы что-то делали такое, чем оградили себя от этого человека. Или очистили что-то, сняли с себя. Но на вас что-то было, вот реально какое-то клеймо, которое вот вы же сами сняли или через кого-то сняли.
Могла быть и реально долгая затяжная черная полоса. Дороги открылись у вас даже. Если вы и сами даже чистились, то у вас открылись какие-то пути, дороги. Знаете, все начало сдвигаться с места. То есть то, что вы делали, может, чистились или как-то, это очень положительно сыграло роль. То есть это получилось у вас, это сработало. Да, может быть, вы работали с каким-то мастером или заказывали что-то у мастера, но это сработало. Раз, вот знаете, сделали такой невидимка. Шапка-невидимка есть, да, вот вы как одели эту шляпу, и вы невидимы для этого человека. Но знаете одно, что этот человек имеет сильную мощь, влияние и белого, и черного. У вас всю жизнь наладилось. Пришли какие-то к вам в жизнь кармические отношения. После этого. Опять для уроков, для прохождения, но это уже не оно. Да, кто-то вам что-то в этой жизни дал. Вы можете думать, что это горе пришло какое-то. То есть пришел очередной человек после черной полосы, вроде как белая полоса, все хорошо. Но в вашу жизнь пришел какой-то человек, который мог или опустошить ваш карман, или был для вас вот как чемодан без ручки. Но все же временный какой-то вариант тоже, может быть, был. Но пользы, как вы можете думать, для вас не принес, но все же принес большую пользу. Но вы можете этого не замечать. Так, и что этот человек? Вы догадывались или понимали, что на вас влияют? И пошли что-то делать, реально делать. А может быть, как-то сами, да, избавились от этого. Бывает, вот, кстати, после какого-то тяжелого магического даже влияния, через какое-то время начинает все вот как сходить на нет или исчезать, да, какое-то влияние. Это тоже может быть само собой исчезать. То есть это может быть как временное что-то. Поэтому может и так произойти. Вот, в целом вот так вот. Такой вот был у нас сегодня расклад. И благодарю вас, кто был на сегодняшнем раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.